Вот. Туда идет. Вот у меня тропинка здесь и спускается, и потом уже к избе. На времени у меня вагон, и я схожу еще больше круг такой сделаю. Вдоль реки буду подниматься. Хочется еще посвистеть там у реки. Обычно осенью уже эти рябчики идут переходят на почки березовые. И вот они там держатся, кормятся возле возле реки. Вон тропинка. Конечно, шансов меньше. Когда я болтаю, там, иду, болтаю, снимаю. Шансов меньше кого-то встретить. Но одно из двух. Или съемка для зрителей. Природу. Все, что я вижу, показываю. Или же больше шансов молча идти, больше шансов кого-то встретить. Да хоть обычного глухаря. Вот так я болтаю, он ведь слышит меня. Вот здесь мои капканы тоже вот. Это последний капкан тут. Здесь я на буране проезжаю, отсюда начинается там у меня капканы. В прошлом 2 года, наверное, уже не настораживал, не ходил. Не знаю, даже он там или нет капкан-то. Может, это украли уже. А здесь еще трос 2-миллиметровый. Палка еще выдерживает, но надо поменять. Ремонт уже нужен во всем. Каждый год я лицензии беру на куницу, а так не хожу. Это что-то, грибы как-то интересно вышли вон, смотрите. Может съедобные, может поганка, хрен его знает. Городские все подряд едят. Вон их сколько там даже. Глухарь. Щел. Надо было сюда подбежать, глянуть, куда он сел. Ориентировочно где-то метров 250 пролетел. Вдоль опушки леса пойду. Не увидел, куда он сел. Непонятно. Но не на верхушку вроде как, она именно в дерево. По звуку. В прошлом году, между прочим, тоже тут я видел его. Глухаря именно. Вот тут сидел. От меня улетел.
Поспешил. Ё-моё, бля. Вот это да. Поспешил, ребят. Я не попал в него. Потому что он уже все меня заметил, я его заметил. Почему я оттуда не видел его? Ай, что за денек такой, а? Вроде нормально. Блин, расстояние вообще близко. Да. Вот так. Был шанс и ушел. Все? Делать уже ничего не сделаешь. Я не попал, просто не попал. Подозрение было у меня вот на это дерево. Он все так и здесь был. Если бы оттуда я заметил. Вот тогда. Вот это да. Сколько подкрадываться. Классно сидел. Но буквально там еще бы несколько секунд нормально прицелиться. Потому что, на принципе, успел я выстрелить. Почему не попал? Ружье-то пристреляно сейчас. Тезкий прицел. Чуть-чуть обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Он далеко на оно улетел. Здесь вообще гнилое место тоже. Так. А перчатки у меня где? А, вон они. Ну все, шанс упустил я. Сильно не ругайте. Не попал, что поделаешь. Поспешил. Расстояние 30 метров, не больше. Тут и попадать-то некуда. Как сказать, тут и промахиваться-то некуда. Ну и фиг с ним. Поогорчаемся и дальше пойдем. Что поделаешь. Птицу я не задел. Я не попал. Если попал, хлопок был, он спиной ко мне сидел. Очень хороший мишень был, потому что когда спиной сидит птица, ты легкое задеваешь, в спину попадает, а на спине у него легкие. И классно было бы попасть, но ладно, пойдем. Вот именно к этой сосне еще подошел примерно посмотреть. Шанс нулевой, чтобы отсюда заметить. Если бы я вот сюда вышел, вот сюда, вот до сюда, я бы только увидел. Метров 5 еще надо мне было прошагать. Но у меня подозрение было на этот кедр. Думал, гуще кедра где-то он сидит. Поэтому не хотел засветиться. Или же в тех деревьях думал. Я вот эту большую сосну как-то и не заметил. Да, отсюда нереально было увидеть. Оттуда уже поздно. Он уже меня засек и слышали, как он начал бормотать. Я вот эти секунды не хотел потерять. Чуть-чуть поспешил. Чуть-чуть. Чуток я не еще бы секунду или два нормально прицелиться, успокоиться, прицелиться. И все бы получилось. Ладно, давай. До следующего раза. Встретимся еще. На глаз, без навигатора. Вот.
Взял направление к речке. Здесь метров 400, наверное. Примерно такой путь будет. Много свистел, ни одного подхода у рябчиков. Все, замолк, тайга замолкла. Так. Солнца нету для ориентира, ничего. Примерно вот беру, вот, скажем, выбираю дерево, потом иду к этому дереву, дальше от этого дерева снова дерево выбираю. И так вот примерно ориентировочного, чтобы прямо было. О, блядь. В таких местах, если человек потеряется, хрен кто его найдет. В таких трущобах ходим, блин. Самое главное до реки дойти, а там уже вдоль реки не потеряемся. Будем свистеть дальше. Это вроде фу. Сосны. Ага. Вон, смотрите, сколько этого добра тут. Это чага. Здесь, наверное, килограмм 5 будет. Вон. Фу, блин. Думал, берлога там куда-то туда лезет. Это лосина, она тут гон какой-то был или что. Ну, я думал, берлога он туда идет. Пипец, блядь. Ни хрена тут и не копали-то. Рябчик взлетел. И сел вроде как. Он или не он? Нет, а птица нет, а хрен его знает. Что-то похоже на рябчика вроде как. Или не рябчик это? Не похоже оно. Это береза. Береза. Чуть не выстрелил.
Сперва не понял, куда я выстрелил. Вот это кадр. Вот это да. Вот это безбашенный рябчик. Пипец. В упор, блин. Не знаю, куда прицеливаться. По земле пришел. Вообще в упор. Ой. Сперва она ниже. Пуля ушла. Ой, блин. Где-то вот здесь, наверное, пуля прошла. Вот. Вон она, да. Ниже. Рябчик здесь сидел. Так. Несколько штук их тут было. Вот он. Самец. Прости, дружок. Так надо. Я у реки. Опа, вон самочка. Прям над головой была. Это самка была. Ну вот. И там где-то самец еще должен быть. Он не перешел речку. Ну, перелетел речку. Не знаю, как в кадр что-то попало. Нет, моя стрельба. Но было интересно. Вот так вот. Это и есть охота, ребята. Промах и попадание. Кто кого перехитрит. У каждого есть шанс. У птицы, чтобы улететь. У охотника, чтобы подстрелить. Идем дальше.